На страже здоровья на все 100. Вековой юбилей отмечает санитарная служба страны Роспотребнадзор. Насколько важна работа этого ведомства за время пандемии, узнали все. Но это лишь вершина айсберга. Целей и задач гораздо больше. Спустя 100 лет специалисты осуществляют надзор на коммунальных и промышленных предприятиях, в учреждениях торговли, общественного питания, детских садах. Надежно защищают границы от ввоза инфекционных заболеваний или потенциально опасных грузов. Ветераны службы обеспечивали эпидемиологическую безопасность фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны. Этой сфере 62 года своей жизни посвятил Измаил Датмурзиев. На заслуженный отдых он ушел всего несколько месяцев назад. Именно он стоял у истоков санэпидслужбы Назрани. Работу мы проводили, если взять коммунальный, проверяли источники водоснабжения, анализы воды выполняли. Ну и проверяли коммунальную сферу объекта, бани, парикмахерские, все, чтобы они соответствовали санитарным нормам. Работники санитарного отдела, гигиены труда, я тоже это выполнял, эту работу, гигиены питания. Мы вот анализы, когда брали, ВИКСы брали, с ними пешком ходили. Да. А сейчас-то транспорт, все, каждый отдел выезжает, выполняет свою работу честно и добросовестно. Опора на опыт предшественников – одна из главных традиций в работе Роспотребнадзора, который ведет свою историю с 15 сентября 1922 года. Тогда, в сложное для государства время, опираясь на фундамент, заложенный еще в период Российской империи, была создана сеть санитарно-эпидемиологических учреждений, которая охватывала всю территорию страны. Санэпиднадзор стал основным средством достижения санэпидблагополучия, механизм, с помощью которого решаются насущные проблемы охраны здоровья населения. Новой вехой в организационном и юридическом правовом построении государственной санитарной службы стал период создания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, образованной в соответствии с указом президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года номер 314 о системе и структуре федеральных органов исполнительной власти. В управлении Роспотребнадзора по региону работают 60 человек, в Центре гигиены и эпидемиологии 75. В этой важной сфере сегодня трудятся тысячи специалистов. Врачи, эпидемиологи, микробиологи, гигиенисты. С важным юбилеем сотрудников Роспотребнадзора поздравляет и премьер Ингушетии Владимир Сластенин. 100 лет будем праздновать только через 2 года, а вы уже празднуете 100 лет. Поэтому решите, Борис Даудович, я вот от имени главы республики вручаю поздравления всему коллективу. Поздравляю всех сотрудников управления Роспотребнадзора по республике Ингушетия, а также ветеранов службы с 100-летием Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. Сегодня ваша служба востребована как никогда. Вы противодействуете распространению инфекционных заболеваний, боретесь с опасными вирусами, защищаете законные права потребителей. Особое уважение заслуживает ваша самоотверженная работа в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Уверен, что ваша слаженная работа будет и впредь способствовать благополучию жителей нашей республики. Глава республики Калиматов. Слова благодарности за неоценимый труд звучат от всех гостей. Это представители исполнительной и законодательной власти региона. Главный федеральный инспектор по Ингушетии пожелал специалистам не сбавлять оборотов и совершенствовать свою деятельность каждый день. Огромное количество вопросов невозможно решить без вас, без вашего опыта, без ваших знаний, без вашей энергии, без вашей целеустремленности. Здесь сегодня в зале люди, чей стаж работы исчисляется десятками лет в службе. И есть люди, которые только пришли, еще юные, свежие, стремящиеся к знаниям. Это очень радует. Я желаю вам, дай Бог, чтобы вы не уставали, независимо от стажа вашей работы. Вы несете доброе, хорошее, разумное, вечное, почти так же, как учителя. Ни один человек без вас не обходится. Всех отличившихся работников, ветеранов службы отметили высокими наградами, в том числе и почетными грамотами главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова.
В разгар пандемии сотрудники Роспотребнадзора стали своего рода санитарным щитом нашей страны. Благодаря их труду и самоотверженности страна эффективно смогла противостоять распространению COVID-19. Они ежедневно проводили профилактические рейды и призывали жителей соблюдать меры предосторожности и не выходить на улицу без масок. Было нелегко, поскольку люди до конца не верили в новый вирус, пока не начались первые летальные исходы от инфекции. Население восприняло это неоднозначно, потому что это действовало и на психологическую составляющую людей. Были и большая часть и не верила в эту болезнь, считала, что это все вымышленное. Пока не стали болеть все люди, как говорится. Болели и те, которые следили за благополучием населения. Также лечащие врачи, которые непосредственно тоже занимались лечением больных с коронавирусной инфекцией. Я думаю, общими усилиями и местной власти, также органов здравоохранения, Роспотребнадзора нам удалось предотвратить дальнейшее распространение. Благодаря их работе удалось сократить очаг инфекции и выработать коллективный иммунитет. Сегодня болезнь выявляют гораздо реже, но она не отступила. Отдельного внимания заслуживает Республиканский центр гигиены и эпидемиологии. За 3 года они провели десятки тысяч исследований, выявляя наличие коронавируса у потенциальных зараженных. Центр гигиены и эпидемиологии Ингушетии представлен ПЦР, БАК и санитарно-гигиеническими лабораториями. Количество исследований, несмотря на спад заболеваемости, меньше не стало. 1500 исследований, но лазерчик изгагуштул, хана элша халхасын пандемия, цанзадянтас, ханскезидок гуштулуш, это оттодевертыш, задахкертыш, лахкшток. Немалую роль мы играем в благополучии, соблюдении благополучия наших людей, нашего населения. Стараемся делать все, что от нас зависит, максимально ответственно, максимально профессионально. И с этим знаменательным праздником хотелось бы поздравить всех моих коллег и по России, и в нашей республике. Одно из направлений деятельности – профилактика, направленная на охрану жизни и здоровья граждан. Роспотребнадзор по Ингушетии продолжает проводить системную работу по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. Зелимхан Калоев, Васхаб Билакиев, Новости 24.